Кони мчатся, по буграм топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль, кони торопливы, жутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович. Он славился по всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатою невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.
Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и, следственно, она была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Ну, само по себе разумеется, что молодой человек пылал равной страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, и его принимали хуже ли, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке, и всякий день виделись наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам обойтись без нее? Ну, разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима, прекратились их свидания, но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно же, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовникам и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия». Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.
Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, а другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой поступок неодолимой силой страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту жизни почтет она ту, когда позволено ей будет броситься к ногам дрожайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которых изображены были два пылающих сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала.
Она задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, когда она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье. Она летела, стремглав с неизъяснимым замиранием сердца. А то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. Ну и другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец, она встала, бледнее обыкновенного и с непритворную головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство, их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: «Что с тобою, Маша? Ну, не больна ли ты, Маша?» раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняли ее сердце. Она была чуть жива, она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами ее окружавшими. Подали ужинать, сердце ее забилось больше обыкновенного. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и она стала прощаться и с отцом, и с матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться, ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали, и все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. А вскоре все в доме утихло и заснула. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки свою шкатулку и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею 2 узла. Они сошли в сад, метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто сились остановить молодую преступницу. Она на силу дошла до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошадь, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимир расхаживал перед оглоблями, удерживая ретевых. Он помог барышне, ее девушке, усесться, уложить узлы, шкатулку, взял лой, вожжи, и лошади понеслись. Поручив барышню попечению и искусству тережки кучера, обратимся
К нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром он был у жадринского священника, на силу с ним уговорился, потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, кому явился он, был отставной 40-летний корнет Дровин. Он согласился с охотой. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежние времена и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него от обеда и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. И в самом деле тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в Уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово со своей тройкою, с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь и один, без кучера, отправился в Жадрино, куда через 2 часа должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды-то всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло, окрестность исчезла во мгле мутной, желтоватой, сквозь которую летели бодрые белые хлопья снега. Небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно въезжала то на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался не только потерять настоящего направления, но ему казалось, что прошло уже более получаса, а он еще не доезжал до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут, рощи все еще не было видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось, лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец, он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было ему взять вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала.
Уже более часа он был в дороге. Жадрино должно быть недалеко. Но он ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло, Владимир начал сильно беспокоиться. Наконец, вдалеке начало что-то чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава Богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрина находилась сразу за нею. Вскоре он выехал на дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать, дорога была гладкая, и лошадь ободрилась. И Владимир немного успокоился. Но он ехал, а Жадрина было не видать. Рощи не было конца, и Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им, он ударил по лошади, бедное животное пошло чуть рысью, но скоро стало опять приставать, и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрина было не видать. Должно быть, было около полуночи. Слезы брызнули у него из глаз, и он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились, и перед ним лежала равнина, усланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна, и он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов, и Владимир поехал к ней. У первой избушки он спрыгнул с саней, подбежал к окну и стал стучать. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул седую свою бороду. «Чё надо те? Далеко ли до Жадрина? Жадрина-то далеко ли?» «Ну да, далеко ли?» «Да недалече. Так это... верст так это 10 будет». При сём ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «А коли ты, — продолжал старик, — Владимир не имел духу отвечать на вопросы, — можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» «Да, какие у нас лошади, — отвечал мужик. — Да не могу ли я взять хотя бы проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно. «Да постой, — сказал старик, опуская ставень, — я тебе сына вышлю». Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Ну, что тебе надо? Ну, что твой сын?» «Да сейчас выйдет, обувается, аль ты пряп, так взойди, погрейся». «Да благодарю, высылайте скорее сына». Ворота заскрипели, парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил Владимир. «Да уж скоро рассвенет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Петухи пели, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику.
на дворе священника, его тройки, не было. Какое известие его ожидало? Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврил Гаврилович в колпаке и байковой куртке, а Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар, и Гаврил Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала дурно, но что ей теперь надо, что ей теперь полегче, и что она придет сейчас в гостиную. И в самом деле дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться и с папенькой, и с маменькой. «Ну, что твоя голова, Маша?» – спросил Гаврил Гаврилович. «Лучше, папенька», – отвечала Маша. «Ну, ты, верно, Маша, вчера угорела», – сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», – отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка кучер никогда ничего лишнего не высказывал даже в хмелю. Таким образом,
Тайна была сохранена более чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем, что ее мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что она была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марии Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок и что жить не с богатством, а с человеком и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало имеем что-либо выдумать в оправдание. Между тем барышня начала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврила Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. И положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единственной надежду. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. А это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. А несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтобы горячка ее не возвратилась. Однако, слава Богу, обморок не имел последствия. Но другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался.
Она осталась наследницей всего имения, но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться. Обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут, около милой и богатой невесты, но она никому не подавала ни малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головою и задумывалась. Владимир уже не существовал, он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священную для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло ее напомнить. Книги, иногда им написанные, рисунки, ноты, стихи, им переписанные для него. Старики, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Война, между тем, со славою была закончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу.
Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая поминутно в речь немецкие, французские слова. Время незабываемое, время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество», как сладки были слезы свиданий, с каким единодушием мы соединяли чувство народной гордости и любви к государю, а для него какая это была минута! Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшую, драгоценнейшую наградою? И вот в это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Энской губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все еще по-прежнему была окружена искателями, но все они должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, что она с ним кокетничала, но поэт, заметя ее поведение, сказал бы: ну, если это не любовь, то что же? Бурмин был и в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам, ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто, свободно, но что бы она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого, скромного, но молва уверяла, что некогда он был ужасным повесою, и это не вредило ему, во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он своим умом и опытностью мог уже заметить, что она отличала его. Но каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? Робость, неразлученная с истинной любовью, гордость или
кокетство хитрого волокиты. Вот это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость. Робость – это была единственная тому причина, и положила ободрить его большую внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого рода бы она ни была, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец-то нашла себе достойного жениха. Старушка однажды сидела в гостиной и раскладывала гран-пасьянс. Как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Ой, а она в саду», – отвечала старушка. «Подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел. А старушка перекрестилась и подумала, а вот сегодня дело же и кончится. Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгой в руках и в белом платье настоящей героини романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так оно и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что давно искал случая открыть ей свое сердце и потребовал минуту внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу, потупила в глаза в знак согласия. «Я люблю вас», — сказал Бурмин. «Я люблю вас страстно». Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно. Теперь уж поздно противиться судьбе моей. Воспоминание о вас, ваш милый несравненный образ ныне будет мучением, отрадою жизни моей, но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала,
прервала с живостью Марья Гавриловна. Я никогда не могла быть вашей женою. Знаю, знаю, отвечал он ей. Знаю, что вы некогда любили, но смерти 3 года сетований. Добрая, милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения, мысли, что вы бы согласилась сделать мое счастье, если бы, только молчите, ради Бога, молчите, вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моей, но я несчастнейшее создание, я женат. Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением. Я женат, продолжал Бурмин. Я женат уже 4-й год. И не знаю, кто моя жена, где она, и должен ли я свидеться с нею когда-нибудь. Что вы говорите? Воскликнула Марья Гавриловна. Как это странно! Но продолжайте, продолжайте. Я расскажу после, но продолжайте, сделайте милость, продолжайте. В начале 1812 года, сказал Бурмин, я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотрители и имщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал, так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам пути 3 верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди. Сюда! Сюда! Закричало несколько голосов, и я велел ямщику подъехать. Помилуй, где ты замешкался, сказал мне кто-то, невеста в обмороке. Поп не знает, что делать, мы готовы были ехать назад, выходи же скорее. Но я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, а другая терла ей виски. «Слава Богу, — сказала та, — на силу вы приехали, чуть вы было барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом. «Прикажете начинать?» «Ну, начинайте, начинайте, батюшка!» – отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Но она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился, 3 мужчин и горничные поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне свое бледное лицо. Но я хотел было ее поцеловать, а она вскрикнула: «Ай, не он, не он!»
и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви без всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» Боже мой! Боже мой! Закричала Марья Гавриловна. И вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женою? Не знаю. Не знаю. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с какой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся уже на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе. Так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой пошутил я так жестоко, и которая так жестоко отомщена. Боже мой! Боже мой! Сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. Так это были вы! И вы
Не узнаете меня? Бурмин. Побледнел. И бросился к ее ногам. Литературно-музыкальную композицию исполнили Государственный симфонический оркестр «Симфоника Арктика» филармонии Якутии, дирижер Павел Вачковский. Поэтический повод на сцене Народный артист Российской Федерации Евгений Князев.